Главное богатство Маргаушского района – люди, трудолюбивые, целеустремленные и любящие свою малую родину. Наш район привлекателен для гостей красивыми природными уголками и интересными историческими местами. Уникально расположенная на территории района старейшина чувашских дубов. Это самый крупный дуб в Чувашской республике. Его возраст 362 года. Трижды в дуб ударяла молния. Высота до повреждения молнии достигала 26 метров, сейчас 24 метра. Есть у нас и другие памятники природы. Культура Гузовского, единственный водопад в республике, озеро Сюткюль. К историческим объектам можно отнести металлургический горн Средневековья на берегу реки Волга, памятник жертвам Акрамовского восстания. О достопримечательностях нашего района можно говорить часами. Есть у нас в районе уникальное место, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Сюда приходят, начиная с дошкольного возраста и до глубокой старости, те, кому не безразлична история родного края. Это наш музей верховых Чувашей, расположенный в селе Маргауши. Здание, где сегодня расположен районный музей, было школьным. Здесь были учебные классы, учительская. По этим коридорам бегали мои дедушка и бабушка в далекие послевоенные годы. В 1987 году началось возведение новой трехэтажной школы. Когда построили новое здание школы, ребята приходили сюда на некоторые уроки и кружки, которых в то время было очень много. Также в этом здании находился и районный дом детского творчества. 9 мая 2000 года на праздновании 55-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт районный историко-краеведческий музей. Чуть позже музей переименовался в Музей верховых Чувашей. Что же представляет собой наш музей? Он состоит из 5 залов. Зал памяти, зал боевых и трудовых достижений, зал декоративно-прикладного искусства, зал чувашского костюма и выставочный зал. Нет ни одной деревни, ни одной семьи, кого бы не коснулась Великая Отечественная война 1941 года. Из Маргаушского района на фронт ушли 9483 человека. Более половины из них пали в сражениях с фашистами. Об этом рассказывает нам зал памяти. А меня здесь всегда привлекает витрина, посвященная семье Алексеевых из деревни Изидеркино. Татьяна Николаевна с Алексеем Илларионовичем вырастили 8 сыновей. Все они, все 8 сыновей, воевали с фашистами. В первые же дни войны пал смертью храбрых Иван. При форсировании Днепра героически погиб Григорий. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 1944 году, повторив подвиг Александра Матросова, погиб Егор. В этом же году в сражении с фашистами около Днестра пал 4-й сын, Павел. Такое очень трудно пережить, особенно сердцу матери. Татьяна Николаевна была сильной женщиной, всю жизнь неутомимо трудилась в колхозе. Она пользовалась большим уважением односельчан. Ей ежегодно предоставлялось право жать первый сноп нового урожая. Татьяна Николаевна Николаева за многолетнюю активную трудовую деятельность, большие заслуги в воспитании 8 сыновей, тружеников и воинов занесена в почетную книгу трудовой славы и героизма Чувашской АССР посмертно. Напомним, Маргаушская земля вырастила и воспитала 5 героев Советского Союза. Это вышеназванный Алексеев Григорий Алексеевич, далее Анисимов Яков Анисимович, Васильев Борис Михайлович, Воробьев Алексей Иванович, Мишаков Илья Григорьевич. А Быков Александр Артемьевич является полным кавалером орденов славы. А ты знаешь, кто такие Федул Конов и Гурий Махров? Нет. Они дошли до Берлина, до Рейхстага, и оставили автограф на нем. Следующий зал – зал боевых и трудовых достижений. Здесь многое можно узнать о развитии нашего родного района, о его руководителях, достижениях. Вот, например, Андреев Евтихий Андреевич. Тебе знакомо его имя? Еще бы, о нем все знают. Он герой социалистического труда. 30 лет бессменно руководил колхозом «Знамя труда» и вывел его в миллионеры. Кстати, Евтихий Андреевич дружил с летчиком-космонавтом СССР, дважды героем Советского Союза Андрияном Григорьевичем Николаевым.
В Маргаушах Андрей Николаев побывал несколько раз. Звание Героя соцтруда удостоены также наши земляки Федорова Ольга Федоровна и Васильева Евлалия Ивановна. Много выходцев из нашего района с честью и достоинством несли священный долг перед Родиной, участвуя в афганских и чеченских войнах. Добрым примером для подрастающего поколения являются и герои Российской Федерации Борисов Евгений Германович и Смирнов Николай Валерьевич. Много у нас известных писателей, поэтов, композиторов, артистов, художников, ученых и краеведов, спортсменов. Мало кто знает, что у нас в Маргаушском районе есть такой знаменитый человек, как заслуженный конструктор России, заслуженный создатель космической техники Вострюков Варсонофий Федорович. Мы все ими гордимся. А это что за красота? Это зал декоративно-прикладного искусства. Здесь обитают работы творческих людей района. Вот смотри, это фигуры художника, мастера резьбы по дереву, заслуженного работника культуры Чувашской республики Петра Мазуркина. А ты так сможешь? Вряд ли. А в нашем музее постоянно проходят различные мастер-классы, встречи с мастерами и мастерицами. Хотите научиться плести различные изделия или вышивать, или приобрести знания по другим видам декоративно-прикладного искусства? Приходите в музей. Ну а следующий зал – зал чувашского костюма. Как вы уже поняли, знакомит нас с чувашскими костюмами. Я думаю, что только зная духовно-традиционные корни, можно передать следующим поколениям философию жизни своего народа. В этом зале можно увидеть много костюмов верховых чувашей. Древние мастерицы в своих узорах изображали легенды, мифы, пели песни, благословляли жизнь, почитали предков. Разнообразие орнамента вышивки по композиционному строю, колориту и стилю отразились прежде всего в сурпанах, главных повязках верховых чувашей, которые являются шедеврами народного искусства. Они выполняли роль головного убора, украшения родового талисмана. Да, чувашскими узорами, чувашскими костюмами восхищались с давних времен. Ими восхищаются и сейчас. Пятый зал – выставочный. Он никогда не пустует. Там действуют либо передвижные выставки по различной тематике, или фотовыставки. А вот к Новому году выставочный зал превращается в новогоднюю сказку. Здесь проходит выставка, конкурс новогодних поделок. Наши работники музея в постоянном творческом поиске. Для них музей – нечто большее, чем место работы. Это их жизнь. А залы музея верховых чувашей никогда не пустуют. То здесь дошколята, то школьники, да и взрослое население района с интересом знакомится с экспонатами музея. Спасибо вам, что вы храните память о том, что было в давние года, и что готовы отвечать всегда на самые дурацкие вопросы. Кто не служил в музее, тот не знает, какого кропотливого труда вам стоит каждый день, придя туда, брать время за растрепанные косы. И возвращать им блеск и красоту, и слушать голоса вещей и писем, и видеть в залах, нет, не пустоту, а вечность, ее свет и мудрость мыслей.